Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Меня зовут Дидар Капангызы. Я преподаю казахский язык русской аудитории. На моем канале я хочу предложить серию видеоуроков по изучению казахского языка. Обучение начинаем с нуля, и к концу курса, даст Бог, вы сможете свободно изъясняться на казахском и без проблем понимать то, о чем говорят вокруг на казахском. Для этого требуется не пропускать занятия, смотреть все видеоролики, учить фразы, слова и практиковать. Сегодня у нас первый урок. Тема урока – приветствие и прощание. Цель урока – научиться здороваться и прощаться на казахском. В начале урока я приветствовала вас с фразой «Сәлеметсіздер ме?». Здравствуйте. Это обращение во множественном числе в вежливой форме. Обратите внимание, сәлемет, сіз, дер, ме. Сіз указывает на вежливую форму, а дер на количество. Сәлеметсіздер ме? Если здороваетесь с одним человеком, можете сказать сәлеметсіз бе. Сәлемет, сіз. Множественное окончание дер убираем. Сәлеметсіз бе. Если взрослый человек здоровается с молодым, либо с ребенком, или здороваются сверстники, они могут сказать сәлеметсің бе. Сәлемет-сің. Сың – это обращение на «ты». Сәлеметсің бе. А если людей больше, то надо добавить множественное окончание «дер». Сәлеметсіңдер ме? Сәлемет-сің-дер ме. Сәлеметсіңдер ме. Такое приветствие допустимо и не считается грубым обращением, если человек моложе вас. А в официальной обстановке правильно будет сәлеметсіз бе или сәлеметсіздер ме. Сәлем, привет. Так обычно здороваются друзья, молодые люди, либо дети. Сәлем. При прощании обычно говорят «сау болыңыз». До свидания. Сау болыңыз. Это вежливое обращение в единственном числе. А если во множественном, то сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау бол – это обращение на «ты». Сау бол. А если людей больше, тогда сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. До свидания. Сау бол, либо сау болыңыз мы употребляем еще в значении «будь здоров», либо «будьте здоровы». Сау бол, будь здоров. Сау болыңыз, будьте здоровы. Итак, давайте повторим. Сначала я, затем вы. В вежливой форме сәлеметсіз бе. Сәлеметсіз бе. Во множественном числе сәлеметсіздер ме. Сәлеметсіздер ме. Обращение на «ты». Сәлеметсің бе. Сәлеметсің бе. Во множественном числе сәлеметсіңдер ме. Сәлеметсіңдер ме. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Во множественном числе сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Обращение на «ты». Сау бол. Сау бол. Во множественном числе сау болыңдар. Сау болыңдар. Другие фразы приветствия и прощания.
Қайырлы таң. Доброе утро. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Добрый день. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Добрый вечер. Қайырлы кеш. Еще другой вариант. Кеш жарық. Добрый вечер. Кеш жарық. Дословно будет: пусть вечер будет светлым. Кеш жарық. Қайырлы түн. Доброй ночи. Қайырлы түн. Слово «қайырлы» – многозначное слово. В данном контексте оно идет в значении «добрый». Мы не будем разбирать все значения этого слова, только рекомендую запомнить фразу «қайырлы болсын». «Қайырлы болсын». Так вы можете поздравить, если у кого-то значимое событие. Например, женился, купил дом, поступил на работу и так далее. «Қайырлы болсын» – поздравляю. А если буквально, пусть это событие принесет тебе благо, удачу. «Қайырлы болсын». В казахском языке категории рода нет. Прошу это отметить и записать у себя. Прилагательные казахского языка не меняются по родам и числам. Добрый, добрая, доброе – это все будет «қайырлы». А также запишите и запомните слова. Таң – утро. Таң. Күн – день. Другое значение – солнце. Күн. Кеш – вечер. Другое значение – поздно. Кеш. Түн – ночь. Еще пару фраз для прощания. Кездескенше – до встречи. Көріскенше – увидимся. Кездескенше. Көріскенше. На этом наш урок заканчивается. Хочу напомнить, что в изучении любого языка главное – практика. При любом удобном случае применяйте то, что узнали. И еще, мы сделали отдельное видео приветствия, прощания для тех, кто хочет еще больше узнать по этой теме и пополнить свой словарный запас. Приятного просмотра! На этом все. Жду вас в следующем занятии. Сау болыңыздар!